дизайн исследования, это было перспективное, рандомизированное исследование. Туда было включено 160 взрослых пациентов, у которых по денситометрии была диагностирована снижение костной плотности ниже минус 2,5. Больше было женщин, возраст был от 40 до 82 лет, средний возраст 61. Все пациенты проходили сходное хирургическое лечение, были разделены на две группы, у которых была 6-месячная подготовка, у которых не было. Терапия включала в себя назначение препаратов кальция, витамина D и антирезоактивные препараты. Мы у всех пациентов проводили анкетирование через 6, 12, 24 и 30 месяцев после операции. Контролировался уровень костной плотности с помощью денситометрии, выполнялись рентгенограммы, а также проводились анализ опросников по визуально-аналоговой шкале СРС-22, СР-36 и индекс ЛГ. Клинический пример такой пациентки с дегенеративным сколиозом, 61 год, Т-критерий минус 2,7, проведено коррекция и стабилизация позвоночника, которая не получала терапию от остеопороза. Соответственно, через 11 месяцев после операции развился у нее типичный PJK, то есть перелом позвонка на уровне металлоконструкции, что потребовало продления фиксации до верхнегрудного отдела. Пациентка из основной группы, у которой аналогичный дегенеративный сколиоз, Т-критерий больше, минус 2,9. Соответственно, проведено хирургическое лечение, коррекция деформации с помощью транскрепулярной конструкции, также межтеловой спондилотез на пояснично-крестцовом отделе. Пациентка проводила медикаментозную терапию в течение 6 месяцев, через 2,5 года у нее стабильный результат с хорошим функциональным исходом. Соответственно, по результатам мы можем сказать, что в обоих группах фиксация включала в среднем 9,4 уровня, средний срок наблюдения 2,5 года, соотношение женщин и мужчин 2 к 1, средний возраст 61. Соответственно, Т-критерий в среднем составил минус 3,2. Через 2,5 года после операции, согласно анкетированию, результаты были на 12%, 9,8% лучше с предоперационной терапией остеопороза. Статистически достоверных различий по данным опросникам в вашей АИ не было получено. Средняя степень коррекции примерно была одинакова, составила в среднем 22 градуса. Однако по осложнениям через 2,5 года обращает на себя внимание, что псевдоартроз в группе, которые получали медикаментозную терапию, был в 3 раза менее часто встречался, 2,5-6%. PJK, типичное осложнение при длинной фиксации, в 7 раз практически реже встречался. Ревизионная хирургия, соответственно, в 2 раза меньше требовалась. Резорбция винтов также меньше наблюдалась. То есть статистически достоверно медикаментозная терапия, предоперационная подготовка в течение 6 месяцев улучшает качество костной ткани, снижает риски осложнений при хирургическом лечении. Всем пациентам в группе риска остеопороза должно проводиться обследование с использованием денситометрии и лабораторной оценки качества костной ткани. ДПИП является наиболее надежным показателем снижения качества костной ткани, чем денситометрия. И предоперационная терапия, она обязательно для всех пациентов, которые планируются на оперативное лечение с дегенеративными деформациями позвоночника, у которых есть снижение минеральной плотности костной ткани. Спасибо. У нас завершили доклады, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Вам все. Скажите, пожалуйста,
больные, которые вошли в вашу группу лечения, они какие препараты в основном получали? Те, кто была предварительная подготовка до вашей ортопедической операции, и они продолжали потом эту терапию. Какие основные препараты включались в эту группу? Ну, в основном это препараты кальция, витамин D и по показаниям антирезорптивная терапия. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, немножко все устали. После первой сессии было более интересно. Так, позвольте вопрос. Наталья Сергеевна, вы при использовании стержней из никенола кейджи не применяли, правильно я понял? На вышележащий. То есть это было, те случаи, которые были представлены, на одном уровне стоял кейдж, а дальше 3 уровня без кейджа межстволовых. Межстволовой протез применялся при необходимости на уровне как раз L5S1, да, выше не применялись. Спасибо. Сергей Васильевич Павлович.